Минздрав республики заявил, что случаев заболевания коронавирусом в Северной Осетии нет. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Генриетта Албегова и коротко о главных темах выпуска. Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев прибыл в Северную Осетию с рабочим визитом. Вместе с полпредом Юрием Чайко он провел совещание по вопросам национальной безопасности в СКФО. Какие вопросы обсудили? Дети складывают цифры единички: 1, плюс 2, плюс 5, минус 7. Мастерское решение арифметических задач в уме. Для большинства это практически невозможно, но только не для Дзамбулата Кочиева. Юный математик с легкостью решает примеры любой сложности. Вот каждое твое движение, оно меня отвлекает от твоей темы. Ты делаешь руку вот так? Так я тебе специально делаю. Не надо мне эти светские движения твои. Понял. Ты в тюрьме. В Северо-Осетинском академическом театре готовятся к предстоящей премьере. Ричард III, пьесу, написанную Уильямом Шекспиром, еще ни разу не ставили в Северной Осетии. Сегодня в социальных сетях вновь появилась информация о том, что в республике зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Информацию прокомментировал министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев. Заявляю официально, в республике нет ни подозрения пациента с подозрением на коронавирус, ни самих пациентов, заболевших коронавирусом. Данная новость фейковая. Поэтому прошу и обращаюсь и к средствам массовой информации, и гражданам Республики Северная Осетия Алания. Если что-то случается, то мы официально это говорим и объясняем. И другое о том, о чем хочу сказать. Мы неоднократно говорили по телевидению и в средствах массовой информации, показывали, рассказывали, как проводить профилактику, связанную с ОРВИ, с подъемом заболеваемости. Сейчас очень у нас хорошая обстановка в этом отношении, резкое снижение пошло заболеваемости. Это один момент. И второе, во всех школах и лечебными учреждениями, отделениями профилактики и волонтерами-медиками проводятся достаточно большие акции и разъяснительная работа, как проводить профилактику. Равно как и вся страна, из средств массовой информации мы получили весть о том, что на территории Грузии обнаружены и зафиксированы 2 случая заболевших пациента. В связи с чем, как председатель штаба, созданный у нас на территории республики, сегодня мы провели оперативную работу очередную, заседание штаба, где были приглашены и участники штаба, и в том числе наши главные врачи, для того, чтобы в рабочем порядке мы определили нашу тактику. Со стороны Министерства здравоохранения Северной Осетии, со стороны Росздравнадзора и Роспотребнадзора республики проводятся все необходимые мероприятия, и в том числе связанные с нашими пограничниками и таможенной службой на границе. Для этого все меры у нас предприняты для определения в случае, если опрос проводится, и также проводится измерение температуры дистанционно. Для этого есть все необходимое оборудование, и информация эта стекается. При необходимости у нас есть все условия, куда и в случае возникновения, куда мы должны изолировать и помещать наших пациентов. Выездное заседание Совета безопасности России состоялось во Владикавказе. В республику прибыл секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, полпред президента ВСКФО Юрий Чайко и главы регионов Северного Кавказа. Это ежегодное совещание, которое проводят в округе по поручению Владимира Путина. В этом году вместе с главами субъектов и руководителями силовых структур округа обсудили ход реализации решений прошлогоднего совещания. В основном это профилактика и борьба с коррупцией, меры по обеспечению безопасности населения на транспорте, профилактика экстремизма и терроризма. Более подробно в репортаже Николаса Джоева.
Мемориальный комплекс «Город ангелов» делегация посетила в первую очередь. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, полпред президента ВСКФО Юрий Чайка и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров возложили цветы к древу скорби и памятнику погибшим бойцам спецподразделений. А сразу после рабочая встреча Николай Патрушев, Юрий Чайка и Вячеслав Битаров обсудили экономическую безопасность и социальную стабильность в регионе. Далее уже заседание в расширенном формате с главами субъектов округа. Выездные совещания под председательством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в СКФО по поручению президента России проходят ежегодно. В прошлом году совещание провели в Махачкале. Основные темы обсуждения: меры по обеспечению безопасности населения на транспорте на Северном Кавказе и борьба с коррупцией. Имеются отдельные проблемы в организации антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. Наибольшим коррупционным риском по-прежнему подвержены сфера освоения бюджетных средств, распоряжение государственным и муниципальным имуществом, а также осуществление контрольно-разрешительных полномочий. В 2019 году в округе выявлено 2182 преступления коррупционной направленности, из которых 893 связаны с взяточничеством. Судами рассмотрено 978 уголовных дел о преступлении коррупционной направленности в отношении 1054 лиц, постановлено 860 обвинительных приговоров в отношении 932 лиц. Профилактика экстремизма и терроризма – также одна из главных тем обсуждения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев озвучил результаты деятельности спецслужб ВСКФО за прошедший год. В результате пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации «Исламское государство». Ликвидировано 26 террористов. Предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе 9 терактов. Задержано 230 боевиков. К уголовной ответственности за пропаганду радикальной идеологии и сбор финансовых средств на террористические цели привлечено 10 человек. Выявлено 94 преступления экстремистской направленности. Николай Патрушев в преддверии 75-й годовщины Победы также отметил значимость информационной работы по сохранению памяти о героических подвигах советского народа в Великой Отечественной войне. Отметил, нельзя допускать фальсификации исторических фактов. Кроме того, Николай Патрушев призвал уделить пристальное внимание социально-экономическим проблемам, которые волнуют население: созданию рабочих мест, ликвидации задолженности по зарплате, повышению качества и доступности медицинского обслуживания. Николай Ждиев, Александр Каджаев, Новости Осетии. Во Владикавказе стартовала 16-я региональная научно-практическая конференция «Колмогоровские чтения». Ее приурочили ко Дню российской науки. Более 30 школьников представили свои исследовательские работы в нескольких номинациях. Это математика, информатика, физика, биология, химия и робототехника. Я буду представлять свою исследовательскую работу на тему решения нестандартных уравнений и систем уравнений высших степеней с помощью степенных сумм. Это метод решения нестандартных уравнений. Он заметно упрощает решение и помогает найти общий алгоритм решения. Основан он на теории симметрических многочленов. Организаторы – Владикавказский научный центр, СОГУ и СОРИПКРО. Основная цель конференции – популяризация науки среди учащихся. А еще колмогоровские чтения помогают выявить талантливую молодежь. Впервые эту конференцию провели в 2003 году. С тех пор чтения стали намного масштабнее и набирают все большую популярность. Колмогоровские чтения являются региональным этапом международной научной конференции школьников, которая пройдет в Москве. Когда мы проводили ее первый раз в 2003 году, это была конференция чисто для школьников. Там было всего 2 направления – математика и физика. Но конференция сейчас обросла, это уже целый, можно сказать, пул мероприятий, то есть фестиваль некий науки. Это 7 мероприятий, это конкурс исследовательских работ школьников, причем он тоже оброс еще 2 дополнительными конкурсами. Это само представление своей работы исследовательской, и это еще 2 конкурса.
Во Владикавказе проходит второй этап конкурса педагогического мастерства. Участвуют 15 лучших педагогов, которые успешно справились с отбором и набрали максимальное количество баллов в предыдущем этапе. Учителям предстоит проявить свои навыки открытых уроков и рассказать об авторских методиках в обучении своего предмета, а также о дополнительных внеклассных занятиях. С конкурса ведется трансляция для всех желающих. По результатам второго этапа станет известна тройка финалистов. Завершится конкурсная программа завтра заданием «Разговор с министром». У участников будет возможность показать лидерские качества и свое видение развития образования, обсудив это с руководителем профильного ведомства Людмилой Башариной. После лучшие примет участие во всероссийском конкурсе педагогического мастерства. Мастер-класс – это то, что у учителя получается лучше всего, это то, что дает результат. Я решила прийти с развитием префронтальной коры, с темой «Вторая вселенная», потому что, работая учителем русского языка и литературы, я непосредственно сталкиваюсь с почерком детей, с небрежно написанными текстами. И на самом деле детям очень сложно бывает прочитать то, что они написали, ввиду того, что они пишут небрежно. Над этим нужно работать. В соответствии с положением определены критерии, по которым оценивается каждый конкурсант. Что касается конкретики, то это метапредметные и межпредметные критерии, воспитательные критерии, ценностные критерии, насколько преподаватель использует творческий подход в мастер-классе, насколько используются инновационные методики. Мастерское решение арифметических задач в уме. Для большинства это практически невозможно, но только не для Дзамбулата Кочиева. Юный математик уже не раз становился победителем всероссийских интеллектуальных конкурсов. С помощью ментальной арифметики Дзамбулат с легкостью справляется даже с самыми сложными примерами. Подробнее в материале моих коллег. Дзамбулату Кочиеву всего 9 лет, но он уже обладатель гран-при чемпионата мира по ментальной арифметике. Сложные математические примеры с трехзначными числами Дзамбулат решает за секунды. 75 041 плюс 81 626 минус 54 372 плюс 69 803 12 739. Родители Дзамбулата рассказывают, с каждым днем ребенок становится внимательнее, сообразительнее и увереннее в себе. Весь секрет в природных данных Дзамбулата и специальных счетах Абакус. Абакус – это счет, где мы учимся считать. Как он выглядит? Это вот это то, что у тебя на столе? Да, Я правильно понимаю? это называется Абакус. А как на нем нужно считать? Для меня это просто кружочки какие-то. Там есть косточки и спицы. Косточками наверху, верхние косточки – это первая пятерка. Там 50, 500 и так далее. Внизу это единицы, десятки. А не сложно было вот освоить работу на этом Абакусе? Для начала было сложно, потом уже легко. Дзамбулат неоднократно становился победителем на всероссийских интеллектуальных конкурсах. Во Владикавказской школе арифметики доходчиво объясняют, как нужно овладеть техникой быстрого счета. Дети складывают цифры единички. 1 плюс 2 плюс 5 минус 7 плюс 20 плюс 1325. И они делают это постепенно. Со временем они делают это все быстрее и быстрее. Впоследствии, начиная с 4 уровня Абакус, мы убираем и начинаем представлять эти счеты в своем воображении. И дети ментально, то есть в своем воображении, передвигают эти воображаемые косточки, таким образом считая те же самые примеры, что они считают на Абакусе, они их считают в уме. Ментальная арифметика – уникальная методика, основанная на системе устного счета. Она разработана в Малайзии. Дети учатся рассказывать стихи, петь песни и одновременно с этим вычислять в уме сложные математические примеры. И все это благодаря детскому развитому воображению, говорят специалисты. Николас Джоев, Давид Битиев, Новости сети. Руководители социально ориентированных некоммерческих организаций получили благодарности Министерства экономического развития республики. Самых активных и успешных, а всего их 23, определили по итогам работы за прошлый год. Это организации, которые активно оказывают помощь социально незащищенным слоям населения.
Детям-сиротам, развивают донорское движение, сохраняют культурное наследие, экологию и реализуют другие социально значимые проекты. Награждение приурочено к Всемирному дню НКО, который с 2017 года отмечается 27 февраля по инициативе Всемирного форума некоммерческих организаций. Понятно, прозрачно. Оглядываясь назад, 20 лет назад, мы даже и не мечтали, что когда-то и правительство региональное, и Российской Федерации настолько остро ощутят боль родителей детей-инвалидов и такие реальные шаги сделают навстречу нашим таким семьям, как вот больных детишек, и создадут очень интересные проекты, и вот, допустим, тот же фонд президентских грантов. Значит, вот мы уже с 7-й попытки наконец-то выиграли грант. Мы готовы как бы работать очень интенсивно в этом направлении. По словам профильного министра Казбека Томаева, некоммерческие организации – это двигатель социально-экономического развития республики, и власти будут делать все возможное для их поддержки. Напомним, по данным управления Минюста республики, в Северной Осетии зарегистрировано 904 некоммерческие организации. Хочется подчеркнуть значимость тех мероприятий, которые проводят некоммерческие организации. Это вообще-то является третьим сектором экономики, который способствует, является двигателем как бы социального направления в республике. И общественные организации очень здорово помогают в привлечении средств фонда президентских грантов. Сегодня председатель Общественной палаты республики отмечает юбилей. Нина Чеплакова – заслуженный экономист Северной Осетии, действительный член Российской муниципальной академии, обладатель множества государственных наград. Уже 4-й год руководит Общественной палатой республики, прикладывает усилия к тому, чтобы диалог власти и общества был конструктивным, а проблемы в социальной сфере и экономике решались в пользу граждан. Тему продолжит Хетак Плиев. Законопроект, вернее, о котором мы сегодня говорим. С той же бодростью духа, что и 20-30 лет назад Нина Владимировна выступает с речью. За свой многолетний труд она была удостоена многих наград и званий. Заслуженный экономист республики, патриот России и многие другие. Где бы ни работала Нина Владимировна, всегда отдает себя полностью своему делу. Это ценили, видели и на международной политической арене. Даже приглашали на дипломатическую службу в Бельгию. Наш замечательный, чрезвычайный полномочный посол Вадим Луков, совершенно великолепный человек. Ну, вот он тогда мне сделал предложение поработать атташе по культуре, взаимодействию у них в посольстве. Да, было дело такое, да. А почему захотели? Поблагодарила, да. И это одно из многих предложений. Вообще по специальности Нина Владимировна инженер-технолог. Закончила ГМИ в 1972 году, но через 13 лет поступила в высшую партийную школу. Сразу после этого она стала заведующей общим отделом Орджоникидзевского горкома КПСС, а с 1995-го заняла место заместителя главы городской мэрии. На вопрос, сложно ли девушке занимать высокие должности на госслужбе, отвечает просто. Если женщина хочет работать так, чтобы ее уважали, ценили ее мнение, она не должна педалировать какие-то свои женские качества, она должна демонстрировать логику, работоспособность, знание дела, умение аргументировать, умение решать вопросы. Вопросы решить на личном обаянии, на расположении. И это те плюсы, которыми тоже надо женщинам, которые хотят работать, пользоваться. Но ключевая история – это только высокий профессионализм. Помимо работы у Нины Владимировны есть любимое занятие – путешествие. Это, признается, досталось ей от родителей. Они были геологами и часто разъезжали в разные страны. Сейчас с улыбкой на лице вспоминает свои поездки в Нидерланды, Бельгию, Испанию. Но дороже родной осетинской земли для нее нет ничего. Из какого бы путешествия я не возвращалась, для меня самое главное и самое радостное, когда я ступаю на землю своего Владикавказа, своей Осетии. Самолетом ли, машиной ли. Вот это действительно, это
Обязательно. Вот это самая радость большая. На вопрос, почему так привязана к Северной Осетии, она отвечает просто: это мое место и мои корни. Ее предки были греками, которые освоились во Владикавказе давно, а ее прапрадед Панайот Марандов был промышленником и меценатом. За свой счет он построил 4 церкви и школы для греческих детей. Сейчас на этом месте находится греческое общество Прометей. Но потом это расширили, там не только греческие дети, там и русские дети, дети из осетинских семей. То есть Владикавказ же, это же был потрясающий город, это же столица Терской области. Это уникальный город, я его обожаю просто. А особенно, когда работала в архивной службе и вот первые исконные материалы видела, можно было сидеть до полуночи каждый день, наслаждаться этой радостью и писать книги, и показывать людям, и выставки, и так далее. То есть вы понимаете, какие глубокие корни. Неотъемлемая часть жизни Нины Чеплаковой – друзья, товарищи и коллеги. И с каждым годом их становится только больше. Со всеми старается поддерживать связь. Один из товарищей – Юрий Бирагов. Познакомились они еще в городском комитете. Люди, которые вместе работают, первый принцип, как мне кажется, опять же, это когда люди уважительно относятся друг к другу. Они могут иметь разные мнения, они могут иметь разные убеждения. Это жизнь и всяко может быть. Но при обсуждении любых вопросов, которые бывают в общественной палате сегодня, и довольно сложных, серьезных вопросов, все равно идет обсуждение с пониманием друг друга. Но на долю Нины Владимировны выпадали и сложные жизненные ситуации. Кто бы знал, сколько нам готовит жизнь. Да. Многое, конечно, зависит от самого человека, от его умения не сломиться, ни в коем случае не сломиться. Это самое легкое из всего, что можно сделать. От его умения быть благодарным за то, что ты имеешь. Я говорю о себе. Меня в тяжелые, трагические периоды моей жизни спасали мои друзья и моя семья. Сегодня Нина Чеплакова отмечает юбилей. Близкие друзья поздравляют ее с самого утра. Даже во время нашего интервью на ее мобильный не переставали поступать звонки с пожеланиями. Спасибо, спасибо. Хетак Плиев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Заслуженный артист Северной Осетии и главный режиссер осетинского театра Гиви Валиев готовится к предстоящей премьере. «Ричард III» – пьеса, написанная Уильямом Шекспиром, еще ни разу не была поставлена в Северной Осетии. Сейчас репетиции проходят ежедневно, готовятся декорации. Ответственность колоссальная, так как пьеса сама по себе очень сложная. Подробнее обо всем расскажет Георгий Запаров. Сцена осетинского театра наполнена духом средневековья. Актеры здесь не играют, они проживают свои роли. Десятки, а может и сотни раз оттачивая эпизоды из нового спектакля. Даже обыватель чувствует напряжение, которое царит на площадке. Здесь нет мелочей, важен каждый взгляд, жест, интонация голоса. Многочасовые репетиции, обсуждения, порой споры. В такой атмосфере рождается спектакль. Вот смотри, Лазарь, вот каждое твое движение, оно меня отвлекает от твоей темы. Ты делаешь руку вот так. Так я тебе специально делаю. Не надо мне эти светские движения твои. Понял? Ты в тюрьме. Из зрительного зала за происходящим наблюдает режиссер, вместе с актерами проговаривая каждую фразу. Как дирижер оркестра Гиви Валиев руководит процессом. Он один знает, как нужно. Идея пока только в голове. Необходимо воплотить ее на сцене. Ведь Шекспир, говорит режиссер, это колоссальная ответственность. Это может быть такая наглость с моей стороны, со стороны, может быть, и театра. Такая наглость обратиться к очень сложной пьесе. Одной из, на мой взгляд, любимых пьес Шекспира. Потому что если вчитаться, то вы поймете, что Шекспир обожал Ричарда. Англия конца 15 века. Кровавая борьба за власть между династиями Ланкастеров и Йорков. Именно в эту эпоху появился на свет будущий король Ричард. Из-за недостатков во внешности от него отвернулась мать. При старших братьях Ричард лишен надежды на престол. Однако он оказался наделен могучей волей, честолюбием, талантом политика и змеиным коварством. Мечтая о троне, он убил отца, родных братьев и всех, кто мог претендовать на престол. Ричард III – один из самых кровавых диктаторов английской истории.
Главную роль сыграл народный артист республики Алан Албегов. Признается, несмотря на жестокие и нечеловеческие качества своего героя, все равно продолжает искать в Ричарде добро. Очень сложно найти в нем положительные черты характера. Конечно, таким его сделало общество, его окружение. И вот в этом он прежде всего обвиняет не себя, а окружение, которое ему позволило это сделать. Но вот его, скажем так, врожденные недуги, они могли повлиять на, скажем так, становление его характера? Однозначно. Конечно, он винит и Бога, потому что он позволил ему появиться на свет таким хромым, горбатым. Подготовка к новому спектаклю – это не только изнурительные репетиции. Важно воссоздать архитектуру той эпохи. Каменные строения, комнаты, домашнюю мебель. Работа кипит и в цехах театра. После прочтения сценария художник создает в голове образы будущих декораций, переносит их на лист бумаги. Затем режиссер, художник и мастера цехов коллегиально выбирают лучшие варианты. Это общий макет, общий вид сцены. Это декорации в масштабе уменьшенные. Вот. И все, что я создала на макете, это все реализовывают наши цеха. Это столярный цех, бутафорские цеха. Вот. И с общими силами, с общими работами уже создается огромный такой вот спектакль. Создание декораций начинается в столярном цехе. Здесь опытные мастера собирают деревянные конструкции разных форм и размеров, строго по эскизам художника. Затем изделие попадает в бутафорский цех. Здесь на полуготовую декорацию крепят нужные детали. Конечный этап – покрасочная камера, в которой благодаря художникам изделия обретают цвета. Но и это не все. В соседнем пошивочном цехе тоже работают. Одежда, как и декорации, должна отражать дух исторических событий. Это пошивочный цех Осетинского театра. Именно здесь готовят костюмы для спектакля «Ричард III». Задача у закройщиц непростая, но к трудностям все давно привыкли. Для нового спектакля необходимо пошить 50 костюмов. Вот так выглядит готовый халат короля Эдуарда. Самое сложное, говорят мастера, через одежду погрузить зрителя в атмосферу Англии 15 века. По словам режиссера Гиви Валиева, в спектакль было вложено много сил, в том числе материальных. Без поддержки Министерства культуры и главы республики Вячеслава Битарова о постановке не могло быть и речи. До премьеры ровно месяц, а пока репетиции, прогоны, примерки. Все, чтобы в день премьеры не разочаровать искушенного зрителя. Георгий Запаров, Хетак Гапоев, Алан Суанов. Новости Осетии. На этом у меня вся информация. Эфир продолжат мои коллеги из осетинской редакции. Я передаю слово Марату Гугаеву. Ужны Генриетта хабартадар саттышты, абун хашканзыштым фудбаштайштыр хашты ветерантын социалун фазахштады фонд сабыр хушканы увыл. Ишнам хабарты хушари рыштонайдыр. Сабыр тыштуйты хайчышыл фаштадыр. Нурал реклама.